Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 4 августа следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 88 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 9 из них. Обследование всех контактных лиц продолжается. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек. Из них 37 выздоровели и 3 пациентов умерли. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Республике Абхазия для оценки оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 приступила к работе группа специалистов ведомства. В Гудаутской ЦРБ состоялась рабочая встреча министра здравоохранения Республики Тамаза Цахнаки с членами российской делегации. Об этом материал пресс-службы Минздрава Абхазии. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и с целью определения взаимодействия в части оказания медицинской помощи ковидным больным в Абхазию прибыла делегация Минздрава России. В ее составе помощник министра Оксана Гусева, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Инна Вязовская и старший врач Сочинской горбольницы Евгений Филимонов. Рабочая встреча началась в Гудаутской ЦРБ, которая на данный момент является госпиталем для больных COVID-19 в республике. Гости ознакомились с деятельностью отделений реанимации и интенсивной терапии, обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического режима, маршрутизации, постели инфекционный блок больницы, красную зону, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. В конце текущей недели специалисты приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который будет запущен в эксплуатацию во второй половине августа. Вопрос и цели визита, они заключаются в том, чтобы определить наши взаимодействия в части оказания медицинской помощи ковидным больным. Будет издан приказ, соответствующий по Краснодарскому краю, по маршрутизации пациентов. Причем речь идет не только о туристах и отдыхающих, которые будут прибывать в Республику Абхазия, и в случае их заболевания, естественно, они будут все направляться в инфекционную больницу города Сочи, но и наших пациентов, которые будут нуждаться в случае необходимости лечения в их специализированном учреждении. Особое внимание российские медики уделили работе Сухумской станции скорой помощи и столичной детской поликлиники. После осмотра медучреждений в Минздраве состоялось совещание, на котором подвели итоги встречи. Представители Минздрава России еще раз высоко оценили организацию работы в Гудаутском госпитале для больных COVID-19 и особо подчеркнули свою готовность оказать жителям Абхазии всестороннюю помощь. Мы договорились о том, что Министерство здравоохранения России буквально в ближайшее время определит группу врачей и всего персонала, который будет направлен на работу в Республику Абхазия, в ковидный центр города Гудауты. В соответствии с нашими договоренностями по нашему обращению официальному, правительство Российской Федерации сможет оказать нам помощь в части лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинских расходных материалов, ну и так далее. В ходе встречи мы нашли полное взаимопонимание. И я думаю, что вот в таком активном режиме взаимодействия, оперативного взаимодействия мы будем решать все вопросы. На встрече поднимались и другие вопросы двустороннего сотрудничества. В этот же день членов делегации Минздрава России принял премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб. Помощник министра, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева, отметила положительные моменты после посещения Гудаутской больницы. По ее словам, однозначно, в первую очередь, это медперсонал, их навыки и знания. Также по всем стандартам в больнице определены принципы диагностирования и лечения ковид-зараженных. Представители Минздрава России рассказали премьер-министру, что совместно
совместно с абхазской стороной определены инструменты оказания помощи гражданам России, находящимся на отдыхе в Абхазии, а также абхазским гражданам. Так, по итогам переговоров решено транспортировать тяжелых и среднетяжелых больных из Абхазии в инфекционную больницу номер 2 в Дагомысе. Российско-абхазскую границу могут пересекать только граждане Абхазии и России, пояснили в Министерстве иностранных дел Абхазии. Россияне могут беспрепятственно выезжать в Абхазию, а граждане Абхазии в Россию. Во внешнеполитическом ведомстве Абхазии уточнили, что в отношении граждан третьих стран, намеревавшихся въехать за пределы России через КПП ПСО, действуют прежние ограничения. Наша съемочная группа побывала на государственной абхазо-российской границе. Там с самого утра наблюдался непрерывный поток людей и очереди у пропускного пункта. Ни для кого не новость, что государственная граница между Абхазией и Россией зеркально открыта для граждан обеих стран. Со дня открытия около 50 тысяч человек без всяких ограничений перешли границу. Мы видим, что таможенная и пограничная служба работают в штатном режиме. Еду из Астрахани в Ичимчира. Настроение отличное. Каждый год приезжаете, ждали открытия границы? Ждала открытия границы. Даже приехала за день до открытия, пришлось остаться в Адлере. Но я не жалею. Все хорошо. Маски, перчатки, все с собой, все будете соблюдать? Все с собой, все буду соблюдать. Я надеюсь, что отдых будет хороший. Я 10-й год сюда летаю. И поэтому билеты я всегда беру заранее. В октябре мы взяли билеты на 21 июня. Потом мы их сдали, потом ждали, устали. А сейчас довольны и радостные. Иркутская область, Ангарск. Сибири. Помимо границы, наши корреспонденты побывали в Гагре и в Новом Афоне. В ближайшем выпуске новостей смотрите подготовленные ими репортажи. А это уже озеро Рица. Здесь такая же картина, как и на границе. А ведь буквально несколько дней назад заповедник пустовал. Сюда приезжали в выходные дни местные жители. А сегодня на фоне главной природной жемчужины Абхазии, озера Рица, фотографируются сотни туристов. Вокруг стоят экскурсионные автобусы и маршрутки. Открылись все кафе и сувенирные лавки. Туристы посещают и другие достопримечательности, расположенные по дороге в заповедник. Первый день было 1500 с лишним, и во второй день 3000. Более 4500 уже проехало. Среди них, значит, там детей 300 с лишним, остальные взрослые и так далее. На границе много уазиков, много спринтеров, автобусы тоже. Первый день, например, 8 было, вчера 13 или 14 автобусов было, так увеличивается. Впечатления всегда прекрасные, потому что Абхазия всегда гостеприимна, уютна и прекрасна своей природой. И это, безусловно, нам всегда нравится, потому что мы не первый год сюда приезжаем. Если посмотреть, сколько народу сюда сейчас приезжает, это Только еще раз, в очередной день. раз, конечно, показывает то, как все люди любят Абхазию, и она нам всегда мила, приятна. На самом деле нереальные эмоции, мы прям вообще, мне очень понравилось, я в шоке, классно. меня трясет до сих пор. Да ладно. Она не боится высоты, а я очень сильно боюсь, это очень круто, прям здорово. Со знаменитыми курортными объектами Абхазии картина ясна. А как обстоят дела в Сухуми? Много ли туристов прибыло сюда за последние несколько дней? Готовы ли столичные гостиничные объекты к принятию гостей? Об этом наш следующий сюжет. Спустя несколько дней после открытия границы пляжи столицы понемногу начинают заполняться туристами. Однако на сегодняшний день местных жителей на Сухумском побережье по-прежнему больше, чем отдыхающих. Насладиться отпуском в стране души многие россияне запланировали еще зимой. Однако из-за разразившейся пандемии поездку пришлось отложить. Море, солнце, живописные пейзажи после длительного карантина и стресса оказывают по-настоящему целебное влияние, признаются прибывшие накануне туристы. Открытие границы для них – это настоящий праздник. Приехали мы вчера вечером. Открытие границы очень ждали. Потому что отпуск запланировали еще зимой. Тут карантином границу открывают, не открывают. И 1 числа праздник, что границу наконец-то открыли. Мы приехали из Нижнего Тагила, Россия, Свердловская область. Ждали открытия, ехали к родственникам. Ну, вот, долго ждали. Хочется там самые красивые места посмотреть, ну и там, может быть, где-то на конную прогулку записаться еще куда-то. То есть прям выбор огромный, вот еще пока думаем.
Ну, вообще, до 13-го. вообще, да, до 13-го, но здесь конкретно в Сухум приехали вот буквально на 2-3 дня. Понемногу начинают заполняться и гостиничные объекты столицы. Руководство гостиницы «Интерсухум» готово к приему туристов. Соблюдаются все санитарные нормы. В вестибюле постоянно дежурит медсестра. На сегодняшний день количество туристов в гостинице «Интерсухум» около 12 человек. Однако, как сообщает дирекция объекта, к концу недели список отдыхающих туристов здесь увеличится. В этом случае руководство объекта организовало для туристов вот такой вот дворик. Многие туристы в ожидании открытия границы бронировали здесь места заранее. Однако из-за того, что дату переносили несколько раз, бронирование аннулировалось. На сегодняшний день в гостинице «Интерсухум» зарегистрировано всего 15 заявок. Заявки идут каждый день, каждый час. Люди, честно говоря, не знали, что так быстро откроются границы и при каких условиях будет открытие границы. Поэтому они стараются уже сейчас приобретать билеты. Возобновилась и экскурсионная деятельность. На сегодняшний день с целью однодневных экскурсий границу пересекли более 3500 человек. Чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией, Министерство туризма республики разработало ряд рекомендаций для туристов и экскурсоводов. Наличие средств индивидуальной защиты, обязательно у экскурсовода, водителя маска. Также желательно, чтобы группа, когда передвигалась в автотранспорте, тоже все носили маски, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Также при посадке в автотранспорт обязательно обрабатывать руки всей группе, потому что это будет менее затратно, чем обрабатывать целый автотранспорт после предоставления экскурсионного обслуживания. Наше ведомство начало мониторить ситуацию на объектах турпоказа, то есть на соблюдение санэпидемнорм и также на оказание экскурсионных услуг. Это речь идет о том, что, как мы до этого раньше говорили, то есть экскурсовод, водитель, желательно группа наличия масок. Также для осуществления экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия необходимых документов, бейджика, экскурсионной путевки. Что касается горожан, то их мнения по поводу открытия границы на КПП ПСОУ разные. Однако категоричность отсутствует. Паниковать особо не думаю, что стоит. Просто как поддерживали гигиену, дисциплину в этой связи, так и надо поддерживать. Граница открыть — это с одной стороны хорошо, а с другой стороны как-то. Сколько раздуваем, столько вроде бы она и нету. Я не считаю, что стоит поддаваться панике, потому что лишнее психологическое давление, оно никому не нужно. Но стоило ли открывать границу, тоже спорный вопрос. В нынешней ситуации с новыми заражениями, непонятно, что происходит. То есть и отели открываться начнут, и рестораны начнут полным ходом работать. Но многие люди боятся, но при этом хочется жить полной жизнью и лето провести хорошо. Так считает большинство из опрошенных нами жителей столицы. Главное, все понимают, что надо делать сегодня. Это постараться соблюдать санитарные нормы, чтобы минимизировать риски распространения и заражения коронавирусной инфекцией. Гугуца Вардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В консульский отдел посольства России в Абхазии не будут допускаться посетители без медицинских масок и перчаток, сообщается на странице посольства России в Facebook. Дополнительные меры предосторожности в консульском отделе вводятся в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике. В связи с прошедшим ухудшением эпидемиологической обстановки в республике Абхазия и снятием с 1 августа ограничений на пересечение российско-абхазской государственной границы, хотим еще раз напомнить, что прием граждан в консульский отдел посольства России в Абхазии осуществляется только при наличии медицинской маски и перчаток. Кроме того, призываем посетителей консульского отдела соблюдать так называемую социальную дистанцию ради сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих. Очевидно, что опасность заражения коронавирусной инфекцией никуда не делась, и более того, опасность заражения наиболее высока в местах массового скопления людей. Поэтому просим всех отнестись с пониманием к упомянутым мерам предосторожности и выполнять их с максимальной ответственностью.
К другим темам. 9 августа в концертном зале Государственного Пицунского храма состоится ежегодный концерт заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. В рамках концерта прозвучит музыка в разных стилях, от барокко до музыки 20 века. По словам Луки Гаделия, в этом году традиционную программу разбавит необычный репертуар, классика рок-музыки, соло для органа. Начало концерта в 17 часов. 15 августа в Сочи на Красной Поляне состоится боксерское шоу в рамках 58-й конвенции Всемирного боксерского совета. На этом вечере за титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи поборются боксер из Абхазии Баталчеже и боксер из России Сергей Кожухарь. Абхазский боксер Баталчеже занимает в российском рейтинге 9-ю строчку, а в мировом 152-ю. Его соперник Сергей Кожухарь занимает 5-ю позицию в российском рейтинге, в мировом 89-ю. По словам Чеже, в случае победы его рейтинг значительно возрастет. У Батала Чеже на профессиональном ринге 10 боев, 9 побед и 1 ничья. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 17, 22, днем 26-31 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.